Ну а до начала 5-го Восточного экономического форума во Владивостоке остаются считанные дни. Как идет подготовка к крупному событию и какие проекты готова представить Якутия на этом форуме? Подробный обзор представляет Иван Лазаренко. Восточный экономический форум проводится ежегодно на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский в городе Владивосток с 2015 года. В этом году Восточный экономический форум пройдет в 5-й раз с 4 по 6 сентября. Цель форума – это возможность регионам представить свои проекты, на реализацию которых бюджетных средств не хватает, и привлечь средства международных финансовых компаний для реализации этих проектов на Дальнем Востоке России. Всего на территории Дальневосточного федерального округа создано 1718 инвестиционных проектов, которым предоставляются меры государственной поддержки. Объем инвестиций по достигнутым на форумах соглашениях 3,8 триллиона рублей. Количество новых рабочих мест, предусмотренных по результатам этих соглашений, более 140 тысяч. Фактически уже осуществлено инвестиций на сумму 531 миллиард 300 миллионов рублей и создано 37 тысяч рабочих мест. За 4 предыдущих года проведения Восточного экономического форума Республика Саха-Якутия подписала более 75 соглашений на сумму более 433 миллиардов рублей. Среди наиболее крупных реализованных проектов по соглашениям, подписанным на форуме, можно выделить следующие. Ветропарк в поселке Тикси, разработка Среднебутуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, запуск нового алмазного месторождения Верхнемунское, горнообогатительный комбинат Тарын на месторождении Дражное, круглогодичная теплица Саюри в селе Сырдах, парк высоких технологий IT-парк. Необходимость привлекать средства международных финансовых организаций отметил глава республики во время проведения выездной сессии Восточного экономического форума, которая прошла в Якутске в конце июля. Сегодня развитие Дальнего Востока идет достаточно динамично. Нужны колоссальные средства, на мой взгляд, сопоставимые по своим размерам с той суммой, которая в целом по стране выделяется на национальный проект. Потому что развитие Дальнего Востока – это приоритет нашей страны на весь 21 век. Задач стоит очень много. И, конечно, это требует колоссальных, еще раз говорю, в том числе и финансовых средств на развитие, в том числе инфраструктуры для Дальнего Востока. Средств федерального бюджета и региональных бюджетов, к сожалению, не так много. Мы не можем за счет только бюджетных средств развивать инфраструктуру. Но для строительства ряда инфраструктурных объектов, которые нужно решать уже сегодня, тот же Ленский мост, те же вопросы развития социальной инфраструктуры, энергетической инфраструктуры, средства должны привлекаться уже сегодня. В ходе предстоящего форума планируется представить президенту России национальную программу по развитию Дальнего Востока до 2025 года. Формирование этой программы идет по двум основным векторам: экономический рост и достижение показателей жизни в Дальневосточном федеральном округе выше среднероссийского уровня. Площадка форума также предоставляет возможность проведения заседаний со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Также предлагается организовать первый российско-японский диалог между регионами Дальнего Востока и префектурами Японии. Власти Якутии в этом году планируют обсудить на полях Восточного экономического форума во Владивостоке текущие и совместные проекты с делегациями Японии и Индии. В настоящее время идет активная подготовка к презентации инвестиционных проектов, которые наша республика планирует представить на форуме. Республика готовится полным ходом. Мы широко представим республику как и в деловой части, так и в культурной программе. У нас готовится павильон на улицах Дальнего Востока. Павильон будет оформлен, подведет итоги пятилетия и, соответственно, представит развитие региона и актуальнейшие, самые наши приоритетные инвестиционные проекты на ближайшую перспективу. В частности, власти региона планируют обсудить в этом году на Восточном экономическом форуме с японскими партнерами строительство третьей очереди круглогодичной теплицы Саюри под Якутском. Также планируется представить иностранным инвесторам инфраструктурные проекты, в том числе по возможному участию в реконструкции аэропорта Якутска, модернизации коммунального комплекса города Якутска. Также будет представлен проект по строительству Ленского моста и Жатайской судоверфи.
Помимо всего, наша республика стала первым российским регионом, которому дали право показать кино в рамках юбилейного Восточного экономического форума. Из зарубежных стран свои фильмы представит только Индия. Дни якутского кино на ВЭФ-2019 откроют фильмом «Надо мною солнце не садится». Также зрители увидят якутские фильмы, детство которого мы не знали, «Царь-птица» и «Кулун-Хамус».